очередной раз искажает, фальсифицирует историю. Мы это видим своими глазами, к сожалению. То, что Нахчиван и Зангезур являются исконно армянскими землями, тут опровергать даже нечего, потому что об этом свидетельствует весь ход истории, тысячелетней истории. Так что тут все понятно. Я более чем уверен, что серьезные историки, которые работают над темами, связанными с историей Нахчивана и Зангезура, то есть Сюника, они не будут всерьез принимать утверждение президента Азербайджана. Есть огромная историческая литература, есть первоисточники, которые люди изучают, специалисты изучают. Там все прямо сказано. Так что обращаться к высказываниям президента Азербайджана не имеет смысла. А то, что тем самым своими этими заявлениями президент Азербайджана пытается подготовить почву для очередной агрессивной войны против Армении, то это политика, которую ведет Азербайджан. И эта политика, на мой взгляд, не имеет будущего. Конечно же, если Европарламент примет резолюцию по военнопленным, это само по себе не приведет к немедленным изменениям, но это создаст основу для дальнейшего давления на Азербайджан. Основные рычаги воздействия Европейского Союза — это, конечно же, политическое давление, экономические санкции. В теории ЕС может ввести ограничения против отдельных азербайджанских чиновников, юридическое давление, то есть поддержка исков Армении против Азербайджана в Европейском суде по правам человека. Однако, к сожалению, на практике ЕС редко идет на такие меры, особенно если учитывать опыт, который у нас имеется, начиная с 2020 года по сей день. Конечно же, возникает вопрос, насколько реалистично, что Швейцария откликнется на обращение парламента Арцаха и, главное, сможет инициировать процесс возвращения армян в Карабах. Я думаю, здесь нужно учитывать некоторые факторы. Во-первых, ключевые игроки ЕС, США, Россия пока не проявляют активного интереса к теме возвращения армян в Карабах. А без их поддержки усилия Швейцарии вряд ли будут очень эффективными. Важно и то, что Азербайджан категорически против обсуждения вопроса возвращения армян в Карабах и воспринимает любые попытки международного посредничества как вмешательство во внутренние дела страны. Швейцария, в свою очередь, конечно, может организовать неформальные консультации, встречи или дискуссии по теме прав армян Карабаха, и это на данный период тоже очень важно. Но, думаю, страна будет довольно осторожной. Хотя Швейцария имеет опыт посредничества в конфликтах, но действует она довольно осторожно только при наличии мандата от международных организаций или обеих сторон конфликта. Но, конечно же, если есть даже малая вероятность, мы должны использовать этот шанс. Но даже если вопрос возвращения армян в Карабах удастся ввести в повестку, все равно главным вопросом остается, какие гарантии смогут убедить беженцев вернуться в свои дома. Учитывая опыт 2020 года, когда люди поверили в созданные тогда гарантии и в конечном итоге их бездействие, хаос, который сегодня царит в мире, и последние события с мирным населением в Сирии, а параллели среди арцахцев часто проводятся, потому что в Арцахе могло быть то же самое, что сегодня происходит в Сирии. Думаю, единственным возможным вариантом может быть контроль международных организаций за соблюдением всех прав человека, а также миротворческая миссия под мандатом ООН, ОБСЕ или других международных организаций, которые смогут обеспечить защиту армянского населения. Я думаю, это информация для нынешних властей Армении. Это не первый случай, когда в азербайджанской прессе такую информацию распространяют. Мне кажется, что власти Азербайджана таким способом добиваются уступки от властей Армении. И, наверное, у них уже есть новые требования, и они путем шантажа добиваются того, что власти Армении вот эти требования будут исполнять. К сожалению, очень часто власти Армении поддаются под этот шантаж и довольно-таки часто принимают вот эти требования. То, что Азербайджан добивается так называемого Зангезурского коридора, это и так ясно, это главное требование Азербайджана. Но мы должны понимать, что Азербайджан не та страна, которая может самолично решить, воевать с Арменией или не воевать. Для этого надо, чтобы Азербайджан поддерживали
те страны, которые эту войну. И, естественно, Азербайджан готовится к войне не только с Арменией, но и с Ираном. Но это все зависит от международной обстановки и главные страны, какое решение примут. А что касается конкретного случая, естественно, Азербайджан путем шантажа, я повторяюсь, хочет добиться новых уступок от властей Армении. Говорим о Азербайджане, мы понимаем, что тут есть и Турция, тут есть и поддержка Израиля, и Британии. И, естественно, есть страны, которым это невыгодно, потому что война это принесет новые геополитические изменения. Так что, когда мы говорим о Азербайджане, мы должны в первую очередь смотреть, что происходит в мире, какие сдвиги происходят.